Друзья, всем большой привет! На календаре у нас сегодня 6 августа, среда. И в нашем распоряжении не больше 2 часов после рабочего дня, которые, конечно же, если мы находимся на реке, попробуем посвятить рыбалке. Включил камеру, почему? Остановился вот на таком вот прекрасном месте. Травка, все. Первый заброс. И вот сразу же поклевка. Не знаю, это хорошо или плохо. Как будет дальше, я не знаю. Ну, посмотрим. Что можно поймать, грубо говоря, за 1,5 часа времени. Погнали. День у нас уж каждым днем все короче и короче. Ночи темнее. На улице тепло. Было лето. Была неделя жары. Сегодня тепло, но пасмурно и брызжет дождичек. Вчера уже начало опять дождить. Лето мы все-таки в этом году видели. Неделя жары была. Ну как жара? 26, 25, 27. Как-то вот так. Поехали. Поехали. Так, у нас блесная вертушка. Второй номер харюзовая. Мэпс двоечка. И 2 мушки. Одна одинарная, а сверху тройничок. На эту удочку мы в прошлый раз пробовали ловить хариуса. Немножко даже поймали. Ну как немножко? Пол контейнера мы тогда поймали, правда. В основном это был язь. Ведро язя где-то, наверное, мы тогда выдернули. Ну и хорюски тоже, свежатинка тоже немножко половили. Ну вот как обычно. Первая поклевка была продуктивная. И включили камеру, и пока все. Рыбачки едут на резинке. Песни поют. Ну вот, как всегда. Ладно. Пока выключаемся. Будем ждать следующей поклевки. Что можно поймать за 1,5 часа времени? Не больше. О, есть поклевка. Есть окунь второй. 3 человека на резинке. О, есть, нашли окуня. Второй заброс, вторая поклевка. Работает только вертушка. Окунь сегодня не крупный. Вот, тоже здесь остановились. Не крупный, но и не больно мелкий. Как раз свежатинку попробуем поймать. В леднике у нас лед, снег растаял. Хранить рыбу негде, так что запасы пока не делаем. Чисто так свежатинки немножко ловим. По чуть-чуть. Утки крякают. Щуки, видать, их гоняют. Некоторые утка уже на крыле. Уже подросли, уже летают. Ну все, парочку выдернули еще окуней. И пока все. Не густо, не густо. Потихонечку сплавляемся. Вода
упала вода. Летняя уже. О, что-то есть. Сейчас, возможно, будет поклевка. Что-то кто-то за мушкой гнался. Но бывает еще меньше. Так что если от дождей вверх не пойдет, то можно, так сказать, уже вода практически летняя. Прочистилась, народ уже налима колет острогой. О, есть поклевка. Но это уж совсем мелкий. Это уже малыш. Таких мы не берем. Белого нет. Был бы белый, взял бы коту мелкого. Но собаки пусть крупного едят. Не густо, не густо. Сейчас покидаем. Если здесь рыбалки не получится, попробуем еще съездить на перекат. Может быть, там хотя бы штук 5 харюзов на жареху свежатинки получится поймать. Клюнул вот такой вот малышочек, еще один. Этот размер нам не интересен. Что-то я не припомню, что в этом году такая мелочь клевала. За 2 недели вода упала, крупная рыба, видать, куда-то отошла. Да и мелкой-то не очень как бы. По идее, в траве должен быть ясь, я так думаю. Но не обязан. Щук тоже что-то пока не видно. Так, немного переехали. Немножечко переехали. Попробуем здесь. Прошлый год здесь поклевывал крупный окунь. Сейчас проверим, что в этом году. Да, где-то вода такая же была. Прошлый год здесь мы немножко порезвились. И щучки были, и окуни крупные. По инерции ходом лодку понесло назад. Вернее, вперед. Ладно, немного сплавимся. Оп, есть. Нет, это не тот размер. Здесь тоже мелочевка. Жерличный. О, опять зацепился что-то. Но это чуть покрупнее вроде бы. Или что там у нас? Щучка. Ушла. Щучку мы увидели. Но не больше. Есть. Это у нас тоже щучка, походу. Да. Нет, это у нас язь. Язентий. Так, а мы сачка не взяли, да? Блин, так ты мне удочку можешь сломать. Ты мне
Удочку можешь сломать, кабан. Отличный язь. Он такой вот, видите, да? Ладно, прикроем, чтоб сильно не выпрыгивали. Вот язя увидели на мели. Вертушечка работает. На мушке пока дуплета нет. Так, мы с рыбного места уже уплыли. Ну, немножко еще покидаем. Тут на мели тоже бывает и щука, и язь. И вот здесь вот тоже бывает. Вот до мыска сплавимся немножко. Потом, если что, заведем мотор и обратно поднимемся в курьюшку тут. Повторюсь, времени сегодня на рыбалку у нас мало, время ограничено. Осталось где-то, наверное, около часа, не больше. Поднялся в курью, и что я вижу, вон косяк язя идет. Видите, да? Ветра нет, а он рябь идет. Косяк около 1000 штук, наверное. Они лодку увидели. Вот. Одного зацепили. Дуплет даже. Вон. Сейчас мы будем здесь шуметь. Вот он вперед пошел косяк. Если шуметь сильно не будем, то немножко мы должны успеть половить. Вот он везде. Но здесь нужно резина, не зацепляйка. Вот он там. На мели мы его не возьмем. Он видно, он косяком вот попер по всей площади он туда. Я так думаю. И здесь на глубине он тоже еще, наверное, немножко осталось его. Язь очень боится лодки и уходит от нее, от шума вот этого. Для язя нужен длинную удочку или хороший спиннинг, чтобы он далеко летел. Мы с Иваном Григорьевичем на Илыче рыбачили. Также вот граница, допустим, когда той травы вот дальней стоял, язь ближе не подходил. Я докидывал. Lucky John тогда еще верхушка оригинальная была. Григорьевич немножко не докидывал. Все пытался подойти поближе. Ближе подойдем. Язь отходил опять на такое расстояние, чтобы, ну, как будто чувствует, сколько долетает спиннинг. Вот и сейчас он тоже ушел. Вот уже куда пошли уже не так волны, а спокойнее. И когда я начал подъезжать на моторке здесь, прямо видно было, что он косяком попер. И очень насчет этого аккуратный. Ну, парочку успели выцепить с того косяка.
но не больше. О, есть еще что-то. Еще языка вытащили. Ну, пока нет. Пока нет, вытащили. Это сделал на мушку, на тройничок. Опять язь. Хотели поймать щучку, но только один язь. О, опять поклевка. Сход. Оп, поклевка, сход. 2 раза. Вот они еще здесь. Получается, не весь косяк ушел, что-то осталось. Вот опять поклевка была. На мушку есть поклевка. Есть он. Опять одни язи. Так, поставим ведро поближе, чтобы не ходить туда-сюда. Ну, ясь тоже рыба. Ясь тоже рыба. Оп, есть поклевка. Опять ясь. Или это что у нас, щучка? Вот. Ну-ка, 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 дойдешь, не дойдешь? Дошла. Красотка. Вот. Ты молодец. Ты вкусняшка. Травяночка. Это очень хорошо. Парочку таких и будет жареха. Так. Прошлый год мы здесь на удочку поймали хорошенькую щуку. И дотянули даже. Прошлый год окунь здесь хорошо ловился. Крупный вот именно. Сей год пока его не видать. Может быть, здесь возле травы что-нибудь. Хорошая курюшка. Продуктивная. Поймали. Будет, опа, есть поклевана мелочевка. Будет собачкам свежатинка. Ну, будет и нам. Полчасика, наверное, все-таки съездим, наверное, на перекат. Хотя бы минут 15. Может быть, парочка хорюзов хотя бы клюнет. Оп, есть поклевка. Ну, вот это уже что-то съедобное. Окунь. Съедобный окунь. Вот это уже интересный размер. Вот это уже повеселее. Все, сейчас вынесет на течение и понесет. Несет так, опа. Это уже что-то интереснее. Вот он. Вот такие вот окуня ловились. Ух ты, бляха, не колись. Прошлый год вот такие вот окунярики здесь ловились. Если кинуть якорь и порыбачить, конечно, можно было бы, может, и надергать, но это уйдет очень много времени. Якорь кидать точно не будем. Сколько успеем, столько половим. Ну да, вода такая была прошлый год. Может быть, чуть-чуть даже больше было.
Прошлый будет хорошенько. Вот, опа, оп, вот. И в этом году есть тоже окунь. Вот он. Неплохой. Хороший. Такие вот окунярики. Такие вот окунярики. Не зря мы остановились, не зря сполоснули блесна. Даже за короткое время неплохо подергали. Рыба, видать, сегодня ловилась. Вот он. Потому что бывает такое, что кидаешь без толку. Тишина. А когда ловится, то вы сами все видите. Это значит ловится. Ну, все благоприятствует. Пасмурная погода. Пасмурная погода почему-то ловится все-таки лучше. Ветра нет. Но, видать, давление постоянное. Не скачет. Не понижается, не повышается. Ну, не знаю, что у них там в рыбьей башке. Главное, поклевки есть. И это хорошо. Все. Скурье потихонечку вынесла. Сейчас понесет. Рыбаков хватает. Лодок 10, наверное, сегодня видел. Каждый ловит, ну, в среднем ведро 2 в день. И каждый день. И здесь рыба не кончается. Окуня здесь хватает. А вот зимой здесь окуня не поймать. Пробовал раза 3-4. Бесполезно. Куда-то он зимой уходит. Или просто игнорирует. Хотя опускал даже камеру. На камеру я здесь тоже никого не видел. О, за мушкой кто-то гнался. Даже не за мушкой, а за леской. Не хотят. Ну все. Понесло. Понесло течением. Еще раза 3-4 закину. До мелкого места там. Ну, немного сплавимся. Еще рыбаки. Так. Косячок хороший был, я здесь. Вот он опять здесь появился. Видать, опять сплавились, мы ушли. Вот он волной там ходит. Мальков, видать, гоняет. На мели в траве. Если тут встать где-то подальше, аккуратненько, тихонечко, с длинной удочкой или с хорошим спиннингом, то я так думаю, этого язя можно надергать неплохо так. Оп, есть поклевка, ну что-то мелкое, что-то не крупное. Вот такой вот некрупный, совсем мелкое. Я таких окуней в этом году еще не ловил. Какая-то мелочь появилась. На рыбалку ездить пока некогда. Занимаюсь строительством сарая, туалета. В общем, занимаюсь строительством. Ромка помог немножко основное поднять. Теперь доски заколачиваю сам. Подбирая с горбля. Если бы был готовый пиломатериал, конечно бы
Наколотить было бы проще и быстрее. А так приходится выбирать со старого горбыля, вырезать, подгонять. Ну ничего. Соберем, я так думаю. Основное уже сделано. 2 стены уже готовы. Осталось крыша и 2 стены. Ну и дверь еще. Металлопрофиль я сегодня купил. 6 листов. Еще один дрищ-пакет привезли. Скоро будем заколачивать. Ну все, здесь уже мелко. Опа, опа. Это что это было? Или поклевка, или не понял что. Или зацеп, потому что уже мелко. Ну что-то весь ощутимый был. Все понесло. Дальше сплавляться не будем. Поехали. Заедем еще на перекат. Попробуем пару хорюшков хотя бы поймать. Здесь мы покидали. Ну, неплохо покидали. Вон. Почти пол-ведерочка поймали, если на 10-литровые. Нормально. Не пусто, и то хорошо. Но еще не прощаемся. Подведение итогов будет после переката. Ехать еще очень-очень далеко, долго. Но с разведкой все равно проверили наши любимые рыбные места. И видим, что рыба здесь еще есть. Будет время, обязательно приедем сюда порыбачить. Только когда он будет, не знаю. Иногда хочется плюнуть на все, поехать, но раз начали дело делать, надо доделать уж, потом расслабляться. Рыбачить будем зимой. Зимой времени будет достаточно. Все. Крайний заброс. Оп, 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 оп. Это был язь. Это был язь. Опа, опа, где-то что-то вот оно плесканулось. Так. Еще один крайний заброс. Язя на Печоре хватает. Язь кормилец. Все, понесло. И последний крайний заброс. Оп, 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 оп. Вот такая вот дребедень в моей деревне каждый день. Жерличный. Все, друзья, погнали. Если успею, еще покидаем на перекате. Пока все. Пока все. Язя хотите наловить? А? Язя. Язя нет. Вон, в курюшку зашел, там косяк ходуном ходят, видишь? Ну вон тут тоже он шевелится. Вот, Вон, я зашел туда проезжать начал, он прямо косяково-то, я успел остаток штук, наверное, десяток выдернул там. ну вот там они шевелятся, вот в том, тоже прямо внутри, Ну, в траве. щучку одну до пяток окуней, а остальное, вон он, ходуном.
Я подошел от лодки, испугались, в траву зашли. Потом успокоились обратно. Сейчас поднимаюсь опять в траву вот так. Косяком видно, а прямо волной аж идет он вот так вот. Блин. Вон. Видно вот волна вот там вот. На мели прямо в траве. Да. Было время, можно было, времени нет. А скоро темнеть уже начнет. Так, в общем, еду. Заметил всплеск крупной рыбы где-то примерно здесь. Не знаю, что это всплесканулось, или хариус, или щука, или язь. Но что-то хорошенькое. Даже очень хорошенькое. Тут мелко. Нет, мы проехали, наверное. Там чуть выше было. Может быть, от лодки шуганулась. Сейчас попробуем покидать. Ну, если уже остановились, то покидаем также вот уже там в траве. Наше окунявое место. Окунявое местечко. Пошел дождь. Грибной, теплый дождь. Без ветра, без ничего. Целый день собирался. Капал, и вот накапал. Ну, надо немножко, надо уже дождя. Земля вообще пересохла от жары. Картошка просит дождя. Нет, не получилось. Или не захотела взять. Не знаю, даже не понял, что за рыба была, но что-то было крупненькое. Заехали в Курью. Здесь глубины немного. Но рыбы здесь бывает много. И окунь, и щука. Оп, что-то было. Оп, есть. Вот щучка. Травяночка. Вторая. Ух ты, как заглотила. Вторая. Так что жаровочка сегодня у нас будет. А окуней что-то не видать. Воды маловато, что ли? Или просто не хочет кушать. Ну, что-то не то. Бывает такое у окуней. Вот сейчас тайка же проплыла, получается. Окунь есть, но не хочет есть. Вот, полосатик. Не крупный, но пойдет. Во-первых, заглотил. И навряд ли он уже выживет. Во-вторых, не такой он и мелкий. С ладошечку таких зимой за счастье. Это летом уже мы начинаем борзеть. Окунь, да не окунь. Что-то есть. Это у нас еще одна травяночка.
когда. О, господи, немножко отъехали. Вот такого вот микроба поймали. Вообще мелкий. Откуда они такие взялись? В этом году я таких мелких окуней ничего не видел, как сегодня. О, вроде бы поклевка была. О, есть. Это уже более-менее. Да, этот съедобный уже. Этот уже наш. О, крючок разогнулся. Слабоватый крючок получается. Что-то крупненькое попадется и может сойти. Где крупная щука-то вся? А ведь она есть. Говорил с мужиками на сети. Ставили сети на ночь, говорят. С крупной ячеей. И щука крупная попадала. И по 5, и 6 килограмм. А на блесну брать не хотят. Оп, есть поклевка. Окунь. Это не окунь. Это... Да ладно. Плотва. Плотва на блесну. Офигеть. Вот колоконосидиевая. Плотвы, кстати, тоже на Печоре развелось много. И с каждым годом ее становится все больше и больше. Раньше на Печоре плотвы не было, помню, совсем. Отец ловил только на озерах ее. Сейчас она и на Печоре появилась. Даже на продольники попадает. Даже он спиннинг берет. Вот так вот. Между делом потихоньку накидали и на жареху. И можно и просолить будет вон. Плотва, окушки, щучки. Хариуса только не хватает. Блин, до переката так и не доехали. Хотел до переката доехать. Что-то крупное. Вон, видишь, опять поклевка. Но это мелочевка вся. Это не съедобный окунь был. Ну, что-то крупное. Вот тут вот в траве вот бультыхнулось, блин. И отвлекло меня. Это хорошенько такой. Ну, на пару килограмм точно что-то было. Мужики на резинке. Все, поехали на базу. В избу. Приехали аж с самого Сыктывкара рыбачить. Кстати, у меня на следующей неделе тоже приезжает Николай из Сыктывкара. С весны его уже не было. 2 раза собирался. Первый раз сломалась машина. Второй раз супруга Вера сломала руку. Собак не с кем было оставить. В общем, никак не получается. Хотел с отцом приехать на рыбалку. Ну, вроде сейчас как бы Веру из больницы выписали. И съездим, хоть отдохнем. Не знаю, поймаем ли мы рыбы. Сколько поймаем, вернее. Но отдохнуть отдохнем. Рыбалка будет. С ночевкой в избе. С песнями, как обычно. Нормально все будет. Лишь бы опять не было никаких форс-мажоров. Дай бог, чтобы они нормально доехали. А то они год назад познакомились с Николаем, когда он перегонял мне Уралочку. Вот эту, на которой сейчас мы рыбачим. И приезжал он после этого уже, ну помню, раз 7-8 точно. Была и зимняя рыбалка, и весенняя, и осенняя. Такое ощущение, что уже 100 лет знакомы. Хотя познакомились случайно. Сначала просто переписывались, как подписчик.
потом, когда я кинул клич, кто поможет мне привезти Уралочку с Сыктывкара, Николай мне сразу ответил, привез. И мы тут неплохо так порыбачили. Познакомились, и я у него уже раза 3, наверное, в гостях был в Сыктывкаре, и он ко мне приезжает. Огромный привет тебе, Николай, если смотришь это видео. Так что скоро у нас рыбалка будет. Так, здесь все. Заводим мотор, едем дальше. Еще решил остановиться на одном интересном месте. Как рыбалка? Да, поклевывает потихоньку. Здрасте. На жареху накидал. А. О, поймала какую рыбу. Куда ниже доходили? Я попутно. Ну тут 3 щуки поймали только и все. Ну, окуня еще. Мелкие, да? Нет, такие нормальные. Ну, такие, покажи, нормальные. Ну, Такие карандаши и щуки. Ну, конечно, у вас это с музыкой, а на музыку-то идут, наверное. да. Хариса не пробовали? А нет, дублизатор, наверное. На перекате. Я все собираюсь. Я сейчас хотел ехать на перекат, думаю, до темноты сколько успею. А что-то еду, там здоровый, что-то плесканулось, я остановился. Покидал, что-то не взяло ни хрена. Там хорошенькие, на пару килограмм точно было. Только не понял, что, щука или хариус, яйц там что. На бомбарду хотели? А? На бомбарду рыбачите? Нет, блесна просто с мушками, он, видишь. Там на мешьяме тоже сколько? Пару щучек, да пару язей. О, что-то даже клюнуло. Ты заходишь там, где мы рыбачили, да? Кана поймали. А, ну, там, на этом, да, шляпа. Вода упала, я не пойму, ну чистая она, видно, что это Смотри, да. не хочет. Ну, рисовую ловли. Нет, тут там пробовали тоже в Куре, да? Да, там что, нифига. Да нет, тут бывает. Тут осенью бывает хорошо. Вода, ну вода слишком мелкая уже для этой кури. Надо, чтобы полметра где-то прибыло. Тут бывает интересно попадаешь на клев этого окуня. Каждый заброс. Вот резина особенно. Ну, На лягушку рыбачили. Вот, Ага. на лягушку вообще очень хорошо берет. Другую Оранжевую. В траве, да? Да. Да, да. Оранжевая и ядовито-желтая. Ага. Очень хорошо берет. Ну, в принципе, да. Ядовито ж... Только-только купили, вот, и прямо каждый заброс практически. Окунь. И даже щуку ты поймал на оранжевую лягушку. Оранжевый на щуку, да, работает. А окунь ядовито-желтый выручает даже тогда, когда вообще клёва нету. Тут он ну, просто лень менять что-то. Дождь идет, открывать неохота, намокнет все, потом суши. Кидаю. Что-то осталось полчаса времени рыбачить. Так. Сейчас там на перекате ниже Покчи попробую, остановлюсь, блесну. Так я когда? 24-го ходил, пробовал хариуса. Нарвался на язей за каких-то, наверное, 15 минут. Ведро язей накидал на перекате. Фига. Хлоп, 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 я говорю. А потом как началось, так резко или косяк ушел. Сегодня тоже на мешьяме косяк видел. Прям видно, что он волной так от лодки.
Здоровый косяк. Не хотят. Ладно, схожу на перекат. Три щучки поймал. Окушков, да. Мелкой трианки. Сковородку будет что закинуть. Свежатинки. Ну, ладненько. Ну, да. Давайте. Давай, пока тоже сейчас поеду на перекат съезжу. Здесь у нас ямка, трава. Как бы тоже здесь бывают поклевки. Раз десяток закинем, пожалуй. Хуже точно не будет. Здесь бывают щуки. Здесь бывает окунь. Здесь бывает все. Вон, вот, пожалуйста, сразу поклевка. Это у нас был окунь. Уже хорошо. Окунь клюнул с первого заброса. Для щуки, я так думаю, воблер нужен. Но перецепляться неохота. Оп. Вот поклевка. Это что у нас там? Опа, окунь. Это был хороший окунь. Окунь хороший, на полкило весом. Ну, ушел. Взял там на мели. О, что они на мели, что ли, все стоят? Опять поклевка. Это чуть поменьше. На половину поменьше где-то. Наконец-то дождь закончился. О, это сиг. Это сиг плещется. Вон. Видите, да? Вон сишки. Чисто теоретически на мушку сиг тоже может клюнуть, если он голодный, активный. Один раз даже на блесенку поймал. Но это нужен, не знаю что. Бомбарду может попробовать закинуть. Вот точно. Сейчас попробую бомбарду закинуть. Может, чужок клюнет. Там у меня две мушки. И бомбарду можно проводить как бы чуть помедленнее. Чисто теоретически сиг может хапнуть мушку. Но такое редко бывает. Я за всю жизнь на мушку ловил, не знаю, 3-4 сига, не больше. И один раз на воду клюнул. Вот он, сишки. Сишки плещутся. Они как бы даже не плещутся, а ловят насекомых. И получается плавником по поверхности воды взяли и крутанулись. Вон, видите, да? Это сишки. Но бесполезно.
Мушку они не возьмут, как-то с Иваном Григорьевичем, помню, на Илыче. Как дождь идет, так же сик плескался. Вот была бы там кастинговая сеть, просто можно было черпать и черпать. Не хочется. Ладно, не будем баловаться. Нет так нет. Сига поймать это еще та рыбалка. Только плавун или сеточка. Или зимой на зимнюю удочку. Или на продольник. На червя. А так летом не так-то просто этого сига поймать. Причалил к берегу, потому что здесь была поклевка, вон сразу же вторая. Если бы нам надо было плыть вниз, то мы бы кидали самосплавом. А так как нам надо ехать вверх, тем более здесь вторая поклевка подряд уже, лучше остановиться. Тем более у нас времени. Опа! Не так тоже много. Вот на последнем. Хорошее начало. Как-то уже такое было прошлый год. Целый день ловили. Ах ты гад. Вот эти мушки, так с одной стороны как бы дополнительный шанс на поклевку при ловле хариуса. А так они путаются. Но зато можно поймать дуплет. 2 или 3 даже окуня подряд. Бывало и такое. Ага. Все. Сглазили. Янцкадан мне сказали. Янцкадан. Все. Нет, не все. Есть поклевочка. И это у нас... Опа! Там еще один был. Что-то киданулось. Что-то похожее на щуку было. На окуня кидалось. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет. Или язь. Да нет, язь бы, наверное, уже взял. Ну, нормально. Уже нормально. Уже хорошо. Так что, не знаю, дойдем мы сегодня до переката или не дойдем. Опа, вот она. Я же говорю, щука была. Я же говорю, щука была. За окунем кидалась. Ну-ка, давай, 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 красотка. Опа. Вот так вот, Янцкадан. Ай. Молодец. Вот такая вот красота. Вот такая вот красоточка. Так, где у нас крышка? Ты можешь выпрыгнуть. Вот это уже более-менее. Так что правильно сделали, что здесь остановились. Я говорю, окунь оттащил, что-то сверкануло так, похоже на щуку. И точно это была щука. Как-то мы здесь с Валентиной, с Мариной, с Аней Калина в конце августа
Уже ехали домой, тоже решили здесь попробовать на этом месте. Хитрые щуки, 3 или 4 щуки показали себя. Что мы только не делали, какие только снасти не перепробовали. И лягушки, и блесны, и колебалки, и вертушки, и резину всякую. Пару сходов было, но так вроде бы и не поймали. Не хотели они брать. Сегодня вот. И после того случая как бы стараюсь, если есть время, если есть возможность, каждый раз вот здесь пробовать. Потому что здесь вот типа ямки такой небольшой. И тут тиховод. И они, видать, на границе травы здесь выходят кормиться. А ямка хорошая, 3 метра, наверное. Учитывая то, что вся Печора обмелела, это уже для наших мест большая глубина. Еще одна поклевочка. Ну, это что-то мелкое. Живчик. Вот поставить бы на них жерлицы или кружки. Возможно, щуку бы и поймали. Но это надо время. А так как мы рыбачим по пути, совместно, совмещая полезное с приятным. Какие жерлицы? Тут пока 1-2 жерлицы поставишь, вот и время кончится. Надо еще время проверять. С ночевкой у нас за все лето так и не получилось ни одной рыбалки. Совсем заработался. Чем старее, тем дурнее. Раньше ничего не надо было. Пойдешь 5-6 дней на рыбалке, нормально все. А теперь надо, это надо, то надо. Строительство. Ну, в принципе, надо. Оно и всегда надо было, но раньше как-то, видать, не так надо было. Так, все, поехали. Меняем место. Здесь уже мелко. Последний заброс. И остановимся еще на одном интересном месте, где, может быть, пару травянок можно будет поймать. Погнали. Так. Как-то вот так. Ну, попробуем. Оп. Вроде была поклевка, или что это было. Или зацеп, или поклевка. Здесь типа свала. И как бы здесь щучки держались иногда вдоль травы. Но воды уже слишком мало. И там вот песчаный остров уже каменистый появился. Раньше его не было. Каждый год Печора меняется. Так. Здесь бы, конечно, идеально резинку было бы потаскать. Я так думаю, если щука есть, она и на верхушку прыгнет. О, вот она, вот она, вот. Или щука, или ясь, там что-то на мели. Волны пошли от лодки. Что-то клюнуло, но мелкое. Ушло. Так, ну что, на перекат-то поедем, нет? Времени мало, ничего не успеваешь. Хочется и тут, и там попробовать.
Это мелочь пузатая. Ну, ничего, на следующей неделе Коля приедет. Времени будет достаточно. Пару дней, я так думаю, можно будет выделить. Сделать себе выходной. Не хотят. Вот такой вот красный закат у нас. Солнце скоро подойдет к горизонту и сразу же начнет темнеть. Так что времени у нас осталось минут 15 на рыбалку, не больше. Ну, максимум полчаса. Говно спиннинг опять сломался. Сейчас даже без рыбы. Вон верхушку. Ромка покупал мне вершинку. Немножко картушку не подтянул, начал натягивать вот так. И он сломался опять. Порыбачили. Ну что остается? Еще одна верхушка запасная есть, но не здесь. Да. Китайские верхушки есть, китайские верхушки. Пойдем на перекат попробуем еще пару раз бомбарду закинуть и домой. Вот, посмотрите, какой красивый закат. А у нас опять потери. Качество, конечно, дрянь. Немножко катушку не домотал, начал натягивать, блеснул. Грязь. Третья верхушка уже ломается в этом году. Тикс. Благодаря сломанному спиннингу мы все-таки доехали до переката. Если бы спиннинг не поломался, пробовали бы там. Ну, конечно, я хотел на этом перекате тоже блесной пробовать. О, вижу всплеск хариуса. Кинул якорь, чтобы обратно не сплавиться. Если бы мне надо было вниз, поехали бы самосплавом. Здесь перекат длинный, около километра, наверное, можно. Сейчас вода упала по всему фарватеру. Хариус видит уже, и могут быть поклевки. Ну, не обязаны, как мы видим. Когда сплавляешься самосплавом, лучше ловится, потому что мушка, блесна как-то более естественно, чем когда стоишь на якоре. Когда стоишь на якоре, получается, ну, хуже берет. Вот как красиво садится солнце. Вот только оно спрячется за кусты и начнет уже темнеть. Так что в нашем распоряжении осталось буквально минут 5-10. И походу хариус сегодня не хочет нас радовать поклевками. Еще и запутались. Просто не хочет. Ну вот и все. Даже меньше 5 минут прошло. Солнце спряталось за кусты. И это значит, скоро начнет темнеть. Вернее, уже начало темнеть. И темнеть будет на глазах. Очень быстро. Поклевок хариуса мы так и не увидели. Один какой-то некрупный дернул пару раз, не попал. Вот там вот фарватер. В принципе, там он должен быть крупный хариус, но сегодня он не берет. Сегодня он не хочет брать. Так, еще два заброса.
И будем сматывать удочки. Потому что по темноте тоже он плесканулся один. Ну, если Харюс не хочет брать, ты хоть что с ним сделай, он брать не будет. Или берет, или не берет. Все, последний заброс. Поедем. Ну давай хоть один. Давай хоть один. Давай, ну где ты? Есть же ведь. Видать, не та муха. Ну ладно. Так. Ну вот и все на сегодня. Что можно поймать за час? Ну, полтора с дорогой. За 1,5 часа, грубо говоря, рыбалки. Что можно поймать, сколько рыб? Да вот столько. Вот столько рыбы можно поймать. Плотвичка, 3 щучки и окушки, язи. Ну, килограмм 5, наверное, рыбы, как минимум. Жареха есть, свежатина? Есть. Малосолка будет? Будет. Ну, не получилось у нас сегодня поймать Харюса, ну и бог с ним. Будет время, он будет ловиться, и мы его еще половим. Так что, как-то так. Совместили полезное с приятным. Мимоходом половили рыбки. Скоро будет большая рыбалка. Скорее всего, когда вы смотрите это видео, мы уже с Николаем ловим рыбу на Печоре. И это будет рыбалка с ночевкой, возможно, 2 ночи. Как получится, так получится. Обязательно попробуем это все заснять и показать на наших каналах. Ну а на сегодня все. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.